Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Сегодня мы показывали композицию «Навруз», которая полностью строится на материале, собранном в экспедициях различными фольклористами. И вот те наврузные колядки, которые мы исполняли, которые называются «Навруз Бейте» или «Навруз Такмакларе», они были записаны еще нашими великими учеными Каюмом Насыри и Шагамуддином Марджани в свое время, и вот до сих пор они лежали как бы чисто таким фольклорным грузом, материалом чисто этнографическим, и вот мы смогли это восстановить, положить на музыку, и давно уже исполняем, больше где-то 15 лет я это исполняю, вот эту композицию «Навруз». Я ее первоначально сделала с татарским фольклорным детским коллективом «Маккалфак». Yaşarıpla dış yarıp tamamını tuydurur, kubbalar tuydurur, igen ikmek undurur. Nevruzga tabak girek, may kukay falak girek. Gümeşin de kızganma, ızzak yaşa, sızılanma. Nevruz, Nevruz. Turmuşuğuz mol, boy bulsun, табыннарыгыз сый нигъмәтләрдән сыгылып турсын. Наш коллектив уже существует более 10 лет. В 2018 году мы отметили 10-летний юбилей в Доме дружбы народов Татарстана. И мы изучаем фольклор разных этнографических групп татар, занимаемся изучением, возрождением и развитием татарского фольклора разных этнических групп. Мой костюм является татарским народным костюмом, который надевали в деревнях, в районах. Как бы девочки каждый день надевали такие платки народные, надевали такой вот фартучек и вот такие вот украшения. Украшали себя таким видом. Казанские татары, да. Украшения и национальный костюм казанских татар. Бу гади генә күлмәк, аның өстеннән матур шигелгән, үзләре шиккән алъяпкыч кигәннәр, шуның өстеннән күлмәккә килешә торган яулык бәйләгәннәр, шуннан соң да үзләрен матур-матур кылалкалар белән, әйберләр белән матур итеп үзләрен урамга алып чыгып күрсәткәннәр. Инде бәйрәм күлмәге дип атала бу. На мне костюм приуральских татар, проживающих на территории Свердловской области, Челябинской области также. Это аутентичный фольклорный костюм,
которые в старину одевали женщины, молодые девушки. И это украшение, вот, которое из монеток, оно называется тушельдерик по-нашему, нагрудник. Вот. Это у нас называется сагалдарек. Все эти монеты, они берегли девушек от сглаза. И поэтому чем больше монет, тем лучше. И даже прикрепляли какие-то украшения, там бисером, из бисера что-то делали или из коралловых вот много всего можно было придумать. Какая-то вышивка, да, особенная? Да, это тамбурная вышивка, которая вышивается у нас испокон веков. Этот костюм достался мне от моей прабабушки. Да, вот. То есть вы представительница? Уральских татар, Свердловской области. Первоначально у нас название коллектива «Жемгакен» появился благодаря Мунаджату Жемгакен, который мы исполняли первым, нашим произведением он явился. И вот это произведение как бы стало таким знаковым, и мы приобрели вот это название Жемгакен. И еще это определяется тем, что основной наш репертуар — это баиты, мунаджаты, зикры, произведения лироэпического жанра татарской музыкальной культуры. Но, кроме того, мы изучаем и этнический материал. Мы все-таки учебный ансамбль. Вот, поскольку я все-таки преподаю, и у меня кафедра, и у нас на кафедре очень много людей, которые этим занимаются, возрождением фольклора, и мы этим занимаемся обязательно и в творческом направлении. То есть невозможно существование науки без творчества, а творчество без науки именно вот в фольклоре. То, что фольклор — это творчество в первую очередь. Кызыкайлар, дустыкайлар, җитте ич Нәүрүз айлар, эшегезне ташлагыз, Нәүрүз җитте, уйнагыз! Başlı
Вообще, это очень спорный вопрос насчет Навруза у татар, потому мы и назвали сегодняшний праздник Яз-Байрамы, а не Навруз. Потому что о Наврузе есть только информация. Традиции Навруза у татар уже не осталось празднования. Но информация есть об вот этих колядках, что дети, молодежь ходили, колядовали, собирали. То есть была такая определенная аграрная магия, которые задабривались высшие силы для того, чтобы был хороший урожай в будущем году. Естественно, символ Навруза – яйцо, символ плодородия, символ зерна плотного, сытного, символ всей вселенной. И обязательно яйцо присутствовало во всех, яйца, вот символ именно плодородия, присутствовал во всех весенних обрядах у всех народов. А то, что касается Навруза у татар, то есть сегодня Навруз – это восстановленный праздник все-таки, он не сохранившийся в традиции. В традиции сохранилось у татар праздник Каргабут-Хасы. Он тоже 22 марта проходил, потому что 22 марта у татар было принято делать праздник в честь грачей, которые первые прилетали из теплых стран к нам, в нашу полосу, и они прилетали именно в весеннее равноденствие. И Каргабут-Хасы праздник, он до сих пор существует, и до сих пор его еще в деревнях празднуют. Но тоже не везде и не всюду. Ну, естественно, ничего не празднуют везде и всюду. Все очень локально, и большая удача, если вообще что-то где-то осталось еще в нашей традиционной культуре. Вот. А Навруз – это все-таки праздник воссозданный. По-настоящему он празднуется все-таки в странах Востока. А до нас дошли, в общем-то, отголоски восточного Навруза. И, возможно, когда-то был Навруз и у татар, вот это вот название в древности, потому что вот даже мы находили такую информацию, что по древним календарям некоторым вот этот месяц март у татар назывался Навруз. Ая. Возможно ли создание фольклорно-эстрадного такого ансамбля? Чтобы он был вот с такой хорошей научной подоплекой? Нет, я считаю, что нельзя. Невозможно. Ни в коем случае. Это все приводит просто к исчезновению фольклора.
То есть мы-то и то, нас и то всегда заносят. Даже аутентичные люди, которые придерживаются аутентичного материала, все равно творчество, оно же предполагает внесение чего-то своего. И все равно приходится отходить. Все равно мы не можем это, во-первых, мы просто не в состоянии все 100% воссоздать. Во-вторых, мы не можем быть музейным экспонатом. Мы должны развиваться, должны иметь какую-то художественную форму, потом мы зависим вот от этого его величества сцены. То есть сцена, она все равно диктует какие-то свои правила, которые никак не сочетаются непосредственно с аутентичным фольклором. И когда это уходит совсем в эстраду, это, в общем-то, вообще теряет свою суть. И я считаю, что эстрадные ансамбли, конечно, они есть, их очень много, но у них уже важен, или им уже важен не фольклор, им важен именно вот эстрадная наполняющая. Вот самой большой популярностью это всегда пользовались певцы, которые поют в какой-то все-таки некой народной манере, как Салават Фатхетдинов. Это тянет к себе, в этом есть харизма, в этом есть какие-то генетические чисто моменты. Я считаю, что как раз наша татарская эстрада очень много впитала чего-то народного в себе. Ну, естественно, все это видоизменило уже в эстрадном направлении, но все равно это хорошо характеризует, что она у нас есть, что она у нас своя, самобытная. Так, я, например, не знаю такой русской эстрады народной особой. 2-3 ансамбля, а у нас все певцы все равно не в каком-то народном стиле поют своем. Но мы не должны терять фольклор, потому что это все равно чисто отголоски в эстраде. А для того, чтобы хоть как-то что-то сохранить на сегодняшний день, все-таки надо... Обязательно у меня требование, чтобы играли на живых инструментах, не использовали минусовые фонограммы даже. Как часто в ДК Залесный проходят такие фольклорные концерты? В последнее время мы стараемся популяризировать народное творчество в стенах нашего культурного центра Залесный города Казани не только силами своих коллективов, но и стараемся приглашать такие профессиональные и полупрофессиональные учебные коллективы. И сегодня как раз мы постарались пригласить школьников и пригласить артистов из Казанского института культуры. И они показали большую программу, развернутую по встрече традиционного тюркского праздника Навруз. Мы запускаем новый проект по созданию фольклорного, этнофольклорного коллектива «Салават», где будем, так скажем, также развивать это направление фольклора,
приглашаем детей, подростков всех возрастов, и такой будет у них репертуар самобытной татарской музыки фольклорной. Есть такое понятие, что живая традиция, а есть понятие восстановленной традиции. В данном случае Навруз – это восстановленная традиция. Но вот цель создания вот вашего коллектива именно больше такая научная, наверное, да? Ну, что в вы воплощаете общем-то, то, что вы ищете вот в науке? наверное, она первоначально все-таки идея творческая, но заниматься фольклором без науки просто невозможно, и они идут вместе рядом. И как раз вот деятельность фольклориста, она, если он занимается только наукой, он не передает это в практику. Если он занимается только практикой и не обращается к науке, он превращается просто в эстрадный ансамбль. Вот. Поэтому обязательно нужно, чтобы это было вместе. Каравай крае,